Под гусеницами и колесами каша из грязи и мокрого снега. Многотонную машину вот-вот занесет на повороте. В непростых условиях начались репетиции Парада Победы в подмосковном Алабино. Тренировочные километры здесь наматывают около сотни единиц военной техники. От «Тигров» до пусковых установок «Тополь-М». Самая большая ошибка – это несоблюдение дистанции между коробками. Вот сейчас мы здесь это и отрабатывали, чтобы дистанция была. Нарушил дистанцию между машинами, выбился из скоростного режима, и все по новой. Очередной круг. Водители признаются, обычно в сухую погоду ориентируются по плацу. Если между машинами при движении видно 5 плит, дистанция верна. А вот в снегопад помогает только чутье. Снег, конечно, да, залипает, не видно. Все равно пытаемся, стараемся. По составу механизированная колонна, что пройдет 9 мая по Красной площади, почти не отличается от той, что зрители видели год назад. За исключением бронетранспортеров. БТР-80 заменили на БТР-82. У новинки модернизированный боевой модуль, более мощный двигатель, гидроусилитель руля. В плане управляемости, по сравнению с 80-м, это вообще, как говорится. То есть очень просто. Едешь одной рукой, можно сказать, управляешь. Увидят зрители на параде и давних конкурентов. Российские «Тигры» и итальянские автомобили «Ивеко» в российской сборке «Рысь». Сами военные водители говорят, «Тигр» все же лучше «Ивеко». В «Рыси» автомат, там механика. Механика делает более удобную езду по внедорожью. «Рысь» не сможет проехать там, где «Тигр». Пока и «Тигр», и «Рысь» вместе месят растаявший снег Подмосковья. С той лишь разницей, что российский броневик открывает движение механизированной колонны, а итальянская машина замыкает ее, сопровождая пусковые установки «Тополь-М». Репетиции военной техники продлятся в Алабино до конца апреля.